В Магасе в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел состоялось открытие нового административного здания управления ГИБДД МВД по Ингушетии. В торжественной церемонии приняли участие глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, министр внутренних дел Александр Трофимов и другие. Четырехэтажное здание полностью укомплектовано и оснащено современным оборудованием. Подробности у Фериды Миржоевой. Событие, которого ждали больше 20 лет, наконец свершилось. На торжественном открытии нового современного здания служители закона и порядка стоят, затаив дыхание. С переездом, можно сказать, в свой новый дом работников госавтоинспекции поздравляет глава республики. В преддверии Дня полиции мы открываем великолепный комплекс зданий, где созданы все условия для того, чтобы работать. В том числе и отдыхать, заниматься спортом и работать. Поэтому, конечно, в этих вопросах от вас зависит очень многое. От вас требовательность к самим себе, требовательность начальникам к вам, конечно, она должна возрасти кратно. Почему? Потому что в таких условиях, работая, надо больше себя отдавать делу. Юнусбек Евкуров поздравил собравшихся с наступающим днем полиции и подарил инспекторам сертификат на приобретение 2 патрульных машин. В качестве почетных гостей ветераны ГИБДД Алаудин Куриев, как никто другой, помнит, в каких условиях начинали свою работу ингушские гаишники. И сегодняшнее открытие, безусловно, большой подарок не только для самих сотрудников, но и для всей республики. А сколько у нас субъектов, которые не могут это получить? Не было до сих пор. А такое прекрасное здание вы получаете сегодня. Это просто чудо даже, можно сказать. Поэтому я со своей стороны, со стороны наших ветеранов, когда-то я работал здесь в очень тяжелых условиях, как на целине. Все, ничего не было. Мне, когда я работал в центральном аппарате МВД России, по долгу службы доводилось бывать в самых различных регионах, городах и весях нашей необъятной Родины. Я хочу честно сказать, вот таким комплексом зданий, наверное, может похвастаться не каждая республика, не каждый край и не каждая область. Тем более, что вот это сегодня происходит уже в условиях, ну скажем так, дефицита бюджетных средств. И вот самый долгожданный момент. Традиционную красную ленту перерезает глава республики. А продолжилось торжественное мероприятие экскурсии. Руководители региона и гости осмотрели просторные помещения нового здания. Юнусбек Евкуров дает распоряжение по рации. Движется черная приора. Проверить, досмотреть, доложить. Что за приора? Бостон, Витин. Витин, маяк, найдите черную приору, которая едет. Проверить, досмотреть, доложить. От незнакомого голоса сигнала они должны голоса знать тех, кто стоит на дежурстве. Для этого и проводятся радиотренировки. Они знают. Как только незнакомый голос, они должны там получить задачу, кто-то может там задачу, и сразу уточнить по телефону или выйти сюда. Теперь места здесь хватит всем. Если раньше некоторые отделы находились в разных зданиях, то теперь все сотрудники будут работать практически в смежных кабинетах. Более того, здесь есть и свой спортзал, и место для отдыха. В старом помещении не было никаких условий. Здесь шикарное здание со всеми удобствами и для работы, и для приема граждан. Тут есть МРЭО расположено. Тут есть созданы все удобства для приема граждан и для оказания государственных услуг населению. Здание оборудовано со всеми техническими современными средствами. Есть актовый зал, есть спортивный зал, есть у нас свой собственный тир, гаражи, боксы и так далее. В общем, в этих условиях не работать, конечно, для сотрудников всей нашей службы, я считаю, грех. График работы остался прежним, вот только вести прием граждан сотрудники ГИБДД будут по новому адресу уже в Магасе. Им теперь остается обустроить новые рабочие места и служить республике с новым энтузиазмом. Ферида Миржоева, Ризван Аушев, Новости 24.